Здесь каждый занят своим делом, слаженно и без накладок. Если одни заняты возведением основания, то другие, к примеру, Микаил Арчаков, занимается землеройными работами. Опытный экскаваторщик с многолетним стажем. Без него здесь не обходится ни один процесс. Поэтому на строительстве школы он трудится уже несколько месяцев. уже материал. حنيسي بوخ دوقاس حلي يجي عندنا أوروني دا لرديتن نيس حلي يش دا بتصيب كي تبر بي أسبوع عقل بيش كالها بيرو جاس أطاع بيش تاخ وجه لات تشرن زومي عاج لات تال شغله متر زبي عبليش شي по плану حيواجق по проекту. И таких, как Микаил, здесь более полусотни человек. Задействовано несколько единиц тяжелой техники. Возводит учебные заведения на месте 4-й школы, построенной еще в 70-х годах прошлого века. Старое здание не отвечало современным стандартам, а школьникам приходилось учиться в 2 смены. С вводом нового объекта эти сложности исчезнут. К слову, уже готово основание 1-го этажа будущей школы. Бригады сейчас заняты на монолитных работах. Строительство начали мы летом. То есть, демонтаж школы, существующей школы демонтировали, и в октябре начали земляные работы и возведение фундаментов. Производятся бетонные работы, арматурные работы, опалубочные работы, а также гидроизоляция стен подвала. И хоть пока это серое здание мало чем напоминает инновационное образовательное заведение, через несколько месяцев его будет не узнать, говорят строители. 5 блоков, по несколько десятков школьных кабинетов, актовый зал, столовая, библиотека. В общем, все, что нужно для полноценного развития. Но это все потом. А пока... Устройство фундаментное под очистные сооружения, установили дизельную электростанцию, установили блочную трансформаторную подстанцию, установили здание котельной. После бетонирования мы будем производить армирование уже с последующего 2-го этажа. Далее будут опалубочные работы и далее уже бетонирование 2-го этажа и также последующие 3-й этаж и кровельные работы дальше. Развиваться не только умственно, но и физически. Как только здание возведут, рабочие приступят к обустройству прилегающей территории. Мы сейчас перед собой видим план школы. В общем, он состоит из 5 блоков. Во дворе имеется в этом месте площадка для проведения школьных мероприятий. А также есть зоны отдыха для детей. На территории стадиона будет футбольное поле. Дальше 2 мини-поля и теннисный корт будет. А вот что за мини-поле? Мини-поле – это мини-футбольное поле, волейбольное поле. С переполненными учебными классами Сунже придется мириться еще год. Новая 3-этажная школа на 720 мест распахнет двери в 2022 году. Тамара Шакульгова, Хас Магомед Майсигов, Новости 24.